Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. На авиабазах в России навешивают бомбы на стратегические бомбардировщики. Эскадры в Средиземноморье в полной боевой готовности. Жители Восточного Алеппо получают СМС с требованием уходить. Трамп не против. Если США будет атаковать Асада, мы в конечном итоге придем к прямой войне с Россией. В Кыргызстане новая мода – мусульманская спортивная одежда. В очередь за костюмами записались даже имамы и муллы. Чтобы мусульманин был в обществе не как изгой, не как какой-то инородный элемент. В Польше на 100-тысячном марше националистов сжигали флаги Украины и требовали от Литвы вернуть Вильнюс, или по-польски Вильно. А в Молдове и Болгарии к власти пришли пророссийские силы. Диалог с Россией. Это дает нам надежду на урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине. Звезды таджикской эстрады помогают своему коллеге-инвалиду. Самый известный пародист страны по прозвищу Мадонна 11 лет живет в нищете из-за последствий автомобильной аварии. Теперь у него появилась надежда. Должна же быть какая-то солидарность. Источники российского агентства ТАСС в Генштабе России сообщают, что на авиабазе в городе Энгельс происходит подготовка российской стратегической авиации к боевым вылетам. В частности, ТАСС утверждает, что на самолеты уже подвешиваются крылатые ракеты и загружаются мощные бомбы. Возможно, это связано с подготовкой к новому наступлению в Восточном Алеппо. Ранее российские военные заявили, что мощная эскадра Северного флота России, сосредоточенная у берегов Сирии, приведена в полную готовность. Морская авиация совершает последние перед началом авиаударов разведывательные вылеты. Российское командование не скрывает, что будущая атака крылатыми ракетами и авиацией нацелена против боевиков Джабхат ан-Нусры на подступах к Алеппо. В самом Алеппо армия Башара Асада выбила боевиков из последнего района в западной части города, который объединенным силам повстанцам удалось захватить в конце октября. На подступах к Восточному Алеппо правительственные войска в срочном порядке сосредотачивают крупные воинские соединения. Как сообщают журналисты ABC News Австралия в соцсетях, жители Восточного Алеппо и находящиеся там боевики получают на свои мобильные телефоны СМС-сообщения о готовящейся масштабной операции. Им предложено 24 часа, чтобы уйти из города, либо сдать оружие. Тем временем уходящий американский президент Барак Обама дал приказ Пентагону немедленно уничтожить лидеров повстанческой организации Джабхат ан-Нусры, которая является ядром суннитских боевиков в Восточном Алеппо. До последнего времени Соединенные Штаты не предпринимали подобных шагов в отношении радикальных повстанческих группировок в Алеппо. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что прежние американские власти, оказывая поддержку сирийским оппозиционерам, даже не представляли себе, кому именно они помогали. Россия в настоящее время всеми силами нацелена на поддержку правительства Сирии. Сейчас у нас есть растущая, отчасти из-за нас, мощь Ирана, который также нацелен на Сирию. Мы поддерживаем повстанцев, сражающихся против официальных властей Сирии, и у нас нет ни малейшего представления, кто эти люди. Среди повстанцев есть бескомпромиссные суннитские элементы, и если США будет атаковать Асада, мы в конечном итоге придем к прямой войне с Россией. Между тем, российская и сирийская авиация нанесли очередные мощные бомбовые удары по сирийскому городу Идлиб. Как утверждают местные спасательные службы, самолеты опять целенаправленно атаковали местные школы. Но по какой-то случайности ракеты и бомбы в школу не попали. Вы видите кадры из Идлиба. На них местные жители вытаскивают ребенка из-под завалов. Бомбы, которые летели на школу, отклонились и попали в жилые дома по соседству. Точных данных о пострадавших пока нет. Но, как утверждают пользователи местных социальных сетей, несколько человек все-таки погибло. Они целились в мусульманскую школу. Там сразу 3 школы, младшая, начальная и средняя. Туда летели 2 ракеты, но, слава богу, ракеты ударили за пределами школы. Они попали в группу домов. В Ираке наступающая правительственная армия отбила у боевиков ИГИЛ древний ассирийский город Нимрут, вернее его развалины. Сразу после захвата Мосула повстанцы из ИГИЛ приступили к методичному уничтожению исторических памятников.
Вы как раз видите кадры этого варварского уничтожения Нимруда, который когда-то был столицей Ассирии и чудом сохранялся на протяжении почти 2,5 тысячелетий. В ИГИЛ подобные исторические реликвии считают языческими, сатанинскими и подлежащими полному уничтожению. Вы видите, как боевики закладывают несколько тонн взрывчатки под уникальные барельефы Нимруда. А это, собственно, сами взрывы, которые превратили реликвии в груду щебня. Для верности боевики перепахали все, что осталось от древнего города, бульдозерами. Чем ближе иракская армия и отряды курдского ополчения продвигаются к центру Мосула, тем ожесточеннее становится сопротивление боевиков ИГИЛ. Буквально каждый дом наступающим приходится брать штурмом, что приводит к большому количеству пострадавших среди гражданского населения. Вы видите на этих кадрах, что происходит сейчас на улицах Мосула. Многие дома разрушены, уничтожены большинство торговых лавок. На тротуарах тела убитых боевиков. А это, собственно, авиаудары по городским кварталам Мосула и его пригородов, к которым вынуждены прибегать наступающие войска коалиции, чтобы избежать большого количества жертв среди своих солдат. На этом видео жилые районы Мосула. Вы видите, какой интенсивности достигают бомбежки и ракетные обстрелы с воздуха. Жители Мосула пытаются бежать из своих домов. Многие из них гибнут, попадая под перекрестный огонь. По дороге их отлавливают боевики ИГИЛ, возвращают в город и используют в качестве живых щитов на своих позициях, по которым наносят удары наступающие иракские и курдские войска. Ситуация была тяжелая, нас бомбили и обстреливали из минометов. Что мы можем сделать? Мы решили убежать, но они окружили нас и использовали в качестве живого щита. Всех, кто пытался уехать, отвозили в Мосул. Казахстанские власти решили не допускать на Всемирную выставку «Экспо-2017» в Астане граждан страны, имеющих судимость. После объявления об этом среди предпринимателей и чиновников началась настоящая паника, поскольку среди представителей казахстанского истеблишмента большое количество судимых. Среди них есть крупные высокопоставленные чиновники и бизнесмены, присутствие которых на выставке обязательно. Власти, между тем, разъяснили свою позицию. Запрет не коснется тех, кто был когда-то осужден за экономические преступления, а только за тяжкие, например, за групповое изнасилование. Но я считаю, что это не нарушение прав человека в целом. А что предлагают инициативы Астаны, там ограничить въезд там лицам, осужденным за особо тяжкие преступления. В целом, на мой взгляд, разумное предложение, просто надо проработать, чтобы это не затронуло конституционные права. В Кыргызстане новая мода – мусульманская спортивная одежда. Как рассказали модельеры, при разработке они учли все нормы шариата. Многие представители исламского духовенства сами решили обзавестись такими спортивными костюмами, рассказывает наш корреспондент Шавкат Тургаев. Хоть в Кыргызстане проживают в основном мусульмане, но о создании модной спортивной одежды для приверженцев ислама задумались совсем недавно. Но в конце концов идею реализовали и конечный продукт представили на суд общественности. Во время краткого дефиле скромные манекенщики, облаченные в экипировку, продемонстрировали новое творение под брендом «Сделано в Кыргызстане». Одежда, на первый взгляд, от привычной спортивной формы отличается лишь длиной. По словам дизайнеров, подол должен скрывать аурат – части тела, которые требуется закрывать перед другими людьми. Мысль была вообще, чтобы у мусульман, у тех, у кого есть желание выглядеть религиозно, одевать религиозную одежду, создать такую линейку, чтобы мусульманину было комфортно, чтобы мусульманин был в обществе не как изгой, не как какой-то инородный элемент. При более пристальном рассмотрении обнаружился весьма необычный и вместе с тем важный с практической стороны элемент. И это действительно удивило. Манжеты на молнии для удобного омовения перед молитвой. Стоял вопрос, как сделать так, чтобы она не растягивалась. И вот придумали такую вот очень удобную. Это очень удобно. Манжеты не растягиваются. Разработчики отмечают, спортивная форма удобна и практична, вполне сгодится и на повседневку. Она современна и привлекательна. Спортсмены тоже успели ее протестировать. Очень удобно, да. Удобно. Как обычно вот мы тренируемся в спортивной одежде. Но плюс в том, что можно и ходить по городу
тоже очень стильная. У представителей духовенства к новомодной мусульманской одежде претензий не возникло. Дизайн отвечает всем нормам шариата. По мнению священнослужителей, новая форма должна подстегнуть молодежь к занятию спортом, ведь даже в некоторых суннах Корана говорится о важности развития тела. Пророк Мухаммед всегда одобрял здоровый образ жизни. Даже в его времена люди занимались бегом и борьбой. Он всегда говорил молодежи, что здоровое тело — это всегда хорошо. Есть же выражение, которое в здоровом теле здоровый дух. Это и есть именно, я могу даже претендовать, что эти понятия взяты из исламского образа мышления. Пока разработчики выпустили мужскую линию одежды, но и о женской половине не забывают. И сегодня есть такой тренд, когда муж и жена, супруга, например, с мужем, например, они одевают парные виды одежды, то есть похожие, спортивные, вместе вышли на прогулку, например, с детьми. То сегодня у нас тоже эта идея есть, мы уже об этом думаем, потихоньку уже эскизы набрасываем. Одежда шьется из хлопчатобумажной ткани и синтетики высокого уровня, говорят производители. Соотношение цена-качество покупателей тоже должно устроить. Авторы бренда надеются, что их детище станет популярным и за пределами Кыргызстана. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. В Польше на 100-тысячном марше националистов сжигали флаги Украины и требовали от Литвы вернуть Вильнюс, или по-польски Вильно. А в Молдове и Болгарии к власти пришли пророссийские силы. Диалог с Россией. Это дает нам надежду на урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине. Звезды таджикской эстрады помогают своему коллеге-инвалиду. Самый известный пародист страны по прозвищу Мадонна 11 лет живет в нищете из-за последствий автомобильной аварии. Теперь у него появилась надежда. Должна же быть какая-то солидарность. Сразу в двух восточноевропейских странах, Молдавии и Болгарии, к власти пришли пророссийские президенты. Их проигравшие проевропейские оппоненты заявляют о фальсификациях результатов выборов. В частности, так происходит сейчас в Молдавии, где ставшие оппозицией партии европейской ориентации отказываются признавать итоги голосования. Подробности в репортаже Рейтер. Победу во втором туре президентских выборов в Молдавии одержал пророссийский кандидат, лидер партии социалистов Игорь Дадон. По результатам подсчета 99% бюллетеней он набрал свыше 52% голосов. Его соперница, лидер партии «Действие и солидарность» и сторонница евроинтеграции Майя Санду, получила 47,6% голосов. По данным молдавского избиркома, явка на выборах составила более 53%. Тем не менее, в комиссии отметили ряд нарушений в ходе голосования за границей. В частности, в Болонье, Париже, Лондоне, Москве и Бухаресте бюллетени закончились задолго до закрытия избирательных участков. В результате сотни людей не смогли проголосовать. Эти нарушения отметили оба кандидата в президенты. Теперь перед нами стоит важная задача – сохранять спокойствие и сконцентрироваться на подсчете оставшихся голосов. Мы будем бдительны до конца. Я обещаю, что мы расследуем каждое нарушение, каждый случай, когда люди не получили бюллетень. Мы не позволим им украсть ваш голос. Игорь Дадон, в свою очередь, также призвал избирателей сохранять спокойствие. Выборы окончены, люди отдали свои голоса. Давайте не будем обострять ситуацию. Цель обоих кандидатов – обеспечить баланс в обществе. Поэтому я обращаюсь к своей сопернице. Вне зависимости от результата мы должны призвать людей сохранять спокойствие. Нам не нужны провокации и дестабилизация общества. В последнее время у власти в Молдавии находились прозападные политики. За 3 года в стране сменилось 5 премьеров. Впервые за 15 лет президента избирают всеобщим прямым голосованием. До этого кандидатуру определял парламент. Аналогичная ситуация складывается и в Болгарии, где к власти пришел экс-генерал Румен Радев, кандидат от социалистической партии. Так же, как и его пророссийский коллега из Молдавии, Радев победил на президентских выборах со значительным отрывом от своего главного конкурента, сделав упор на срочное восстановление хороших отношений с Российской Федерацией. В Евросоюзе опасаются, что приход пророссийских политиков к власти сразу в 2 европейских странах дестабилизирует всю Восточную Европу. Избранный американский президент во время кампании говорил, что постарается наладить диалог с Россией. Это дает нам надежду на урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине, а также возможность снизить напряжение в мире. Пусть так и будет, мы все этого ждем.
В День независимости Польши во время 100-тысячного марша польских националистов были сожжены несколько украинских флагов. Националисты предъявили Украине требование вернуть 4 области Западной Украины, которые были отторгнуты от Польши в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа. Украина уже заявила Польше свой протест. Также протестующие, которые прошли маршем через всю Варшаву, выкрикивали оскорбительные речевки в адрес мигрантов и предъявляли территориальные претензии также и Литве, от которой националисты требовали вернуть Польше отнятый тогда же город Вильнюс. Акция националистов, проходившая под лозунгом «Польша – бастион Европы», стала самой масштабной за все последние годы и проводилась с согласия властей. В ходе марша произошли столкновения между националистами и антифашистами, но полиция предотвратила беспорядки. 2 коровы и теленок выжили во время сильнейшего землетрясения в Новой Зеландии, которое произошло 13 ноября. Клочок земли, на котором они спаслись, оказался практически единственным уцелевшим местом в эпицентре катастрофы в районе города Каикоура. Сила толчков в том месте составила около 8 баллов по шкале Рихтера. И все, что было на поверхности рядом с коровами, провалилось в гигантские трещины. Но коровам повезло. Чудесное спасение сняли операторы телеканала Ньюшап. О дальнейшей судьбе животных ничего не сообщается. Таджикский пародист по прозвищу Мадонна уже 11 лет живет в нищете. Долгие годы он был самым популярным пародистом в стране, но автомобильная авария все изменила. Семья разрушилась, друзья отвернулись, а сам артист теперь передвигается только при помощи костылей. На помощь пришли коллеги по цеху и преданные поклонники его таланта, рассказывает Анушервон Арипов. Песня Александра Серова «Мадонна» определила всю жизнь Мухаммада Холова. Танец под нее стал его коронным номером сначала на всех школьных мероприятиях, а затем и на большой сцене. Став пародистом, Мухаммад познакомился с творчеством американской поп-дивы Мадонны и начал петь ее песни. При этом английского языка он не знал. Благодаря своим пародиям он стал известен на всю страну и получил псевдоним «Таджикская Мадонна». Just like I never again, I moved to some tropical Islander breeze, only to power free. Хочу танцевать, спеть, но ноги сейчас меня зажимают. Мадонну Холова любили в Таджикистане не только за пародии на американскую певицу. Он обладает уникальным голосом и пародировал звезд и таджикской, и зарубежной эстрады. Был одним из немногих, кто не боялся выходить на сцену в женской одежде, даже в годы гражданской войны, и исполнял песни и танцы из индийских фильмов. Его номера и шутки помнят в стране до сих пор, хотя на сцену Мадонна не выходил уже около 11 лет. Исходя из больницы, я понял, что я остался ни с чем. Жена ушла, бросила, ушла. Друзья, родные, близкие, все отвернулись. Ну, как бы отвернулись? Ну, все искали, держались подальше от меня, я с костылями, мне нужно было как-то выжить. В 2005 году Мадонна попал в автомобильную аварию и лишился всего в одночасье. Множественные переломы в области бедер сделали его инвалидом, который не может передвигаться без костылей. С ним никто не захотел возиться, и все отвернулись. Мама меня много чего научила. И торты делать, и выпечкой, и шитьем, и все. Но это мне даже очень помогло. Очень понадобилось, когда я остался один. Я не нуждался ни портному, ни пекарю. Как говорится, сам убираю, сам стираю, сам готовлю, сам шью. Эти годы Мадонна жил где придется. Порой приходилось ночевать на улице. Пел в ресторанах и кафе, и на свадьбах, на которые его пускали, чтобы заработать на одежду и еду. Некоторое время он просил даже милостыню. Мухаммад не опускал руки, следил за своим внешним видом и здоровьем. Артист говорит, что мир не без добрых людей. И в самые сложные моменты обязательно кто-нибудь приходил на помощь.
Первый раз мы с Мухаммадом встретились год назад на свадьбе моей дочери. Он пришел подработать, спев несколько песен. Много лет назад я был его поклонником. Узнав, что у него сложности, ему негде жить, я предложил поселиться у меня. Вот уже год живет в нашей семье. Мне очень тяжело приходит с транспортом. Почему? Потому что я часами голосую за маршрутку. Не останавливают. Разве что, если один-двое остановят, или же пока я купюру не покажу, вот таким образом стоят, потом остановят. Каждый день Мадонна ездит за лекарствами и обезболивающими. Дорога занимает несколько часов. Боясь, что инвалид не заплатит за проезд или займет слишком много места, маршрутки не Спасибо. Значит, это у нас будет 10 и 14. 24 я у тебя возьму, 20 саму. Мухаммад по инвалидности получает пенсию, примерно $13. Этих денег хватает только для покупки лекарств на 3 дня, при том, что аптекари всегда делают ему скидку. Если бы не помощь людей, у которых он живет, артист сидел бы без лекарств. На сегодняшний день он очень нуждается в нашей помощи и не может, как раньше, выступать. Поэтому я решила ему просто поддержать его в этот момент, потому что мы все артисты, мы все дружим, и должна же быть какая-то солидарность, потому что никто не знает, что будет завтра с ним. Медицинское обследование, проведенное недавно, показало, что артиста можно поставить на ноги, но для этого необходимо сделать операцию в России за $7000. Для сбора денег общественные активисты решили организовать концерт. Десяток популярных эстрадных певцов вызвались выступить на мероприятии, чтобы привлечь зрителя. Но все же большинство людей пришли именно к Мадонне. Мы его знаем и любим всей семьей многие годы. Он, как ведущий, проводил все наши семейные мероприятия и свадьбы. Мы очень обрадовались, как узнали, что у него будет концерт. Соскучились по его шуткам. Концерт собрал около $1500, и, конечно, этого недостаточно для операции. Теперь Мадонна отправится в турне по стране. После операции Мухаммад начнет осуществление своей мечты, которую вынашивал все эти 11 лет. Он хочет собрать труппу из артистов и просто талантливых людей с ограниченными возможностями и путешествовать по республике с концертами. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте kareentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.